Добрый день, гости канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Жазголь, я являюсь гидом 2018 года, и сегодня с удовольствием проведу для вас рубрику «Полезно, интересно, коротко». Если спросить у кыргызстанца, какой эпос вы знаете, чаще всего ответом будет «Манас». Несмотря на масштабность произведения, а в нем более полумиллиона строк, практически все жители нашей страны знают имена героев и основные события. А знаете ли вы, уважаемые зрители, что у кыргызского народа есть около 30 отдельных дастанов и поэм, которые объединены как малые эпосы? Сегодня у нас пойдет тема о малых эпосах. Сам термин «малый эпос» можно признать условным, так как объем эпических песен, отнесенных к этой категории, достигает довольно значительных размеров. Известно, что в устном творчестве кыргызов эпическая поэзия играла доминирующую роль, и многие жанры словесного искусства испытывали мощное влияние эпической традиции. Кроме этого, активное бытование героического эпоса, сопровождавшееся также формированием новых рассказов на основе легенд и преданий об исторических событиях и личностях, продолжалось вплоть до середины XIX века. В кыргызской фольклористике сложилась традиция подразделять малые эпосы на 4 жанровые группы. Первая группа – эпосы сказочно-мифологического содержания, повествующие о борьбе героя с представителями мира природы и чудовищами иных миров. Вторая группа – это эпосы героические, повествующие о борьбе героя с иноземными захватчиками и внутренними врагами, угрожающими независимости кыргызов и отдельных родов. Третья группа – это эпосы социально-бытового содержания, отражающие сложные коллизии общественных отношений и вековые мечты народа о справедливом социальном устройстве. Четвертая группа – это эпосы лирико-романтического содержания, главной темой которой является чаще всего трагическая любовь народных героев. Само исполнение малых эпосов также имеет свою специфику. Как правило, малые эпосы, за исключением эпоса «Эртүштүк», исполнялись не сказителями, а певцами-акынами в сопровождении музыкального инструмента. «Эртүштүк» же был записан от сказителя Манаса Саакбая Каралаева, а также от неизвестного сказителя Василием Радловым. Это обстоятельство наложило своеобразный отпечаток не только на поэтику малых эпосов, но и на их идейно-эстетическое содержание и тематическое разнообразие. Малые эпосы, за исключением Эртүштүка, встречаются только у кыргызского народа и имеют свою уникальную историю. С эпоса «Курманбек», например, начинается новый этап таких произведений, в которых герои борются не против демонов и волшебников, а против чужеземных захватчиков. По последующим эпосам легко уловить исторический этап, который в тот момент проходил народ, потому как враги абсолютно реальные. Это джунгары, то есть калмаки и прочие. Что характерно, часто герой погибает не от руки врагов, а от распри внутри рода, от предательства. Курманбек сам молодой богатырь, настырен и настроен воинственно. Он настоящий предводитель, сумевший поднять народ против завоевателей калмаков. Его героизм делает его знаменитым, а слава идет далеко впереди него. Но родной отец не в силах примириться с тем, что авторитет его сына в народе куда выше, и поэтому предает его. В нужный момент забирает у него сильного коня и заменяет того на скакуна слабее. Не сумев выйти из окружения на такой лошади, Курманбек борется из последних сил, но его покидают все, кроме единственного друга.
Воин погибает на поле боя, предварительно завещав другу позаботиться о своем сыне. А одним из древнейших эпосов, созданных еще в эпоху родового строя, является Коджоджаш. В нем отражена вера кыргызов в тотемизм. Произведение пестрит мифологическими созданиями, с которыми борется герой-одиночка, отстаивающий интересы своего рода. В этом различие именно ранних эпосов. Врагами являются чудовища подземного мира и мифические существа. Коджоджаш – это охотник, мечтающий поймать невероятной красоты сур-эчки, что означает «серая коза». Охотником он был настолько удалым, что смог спасти свой род от голода после долгой зимы, а те и вовсе уверовали в его всесильность и перестали питаться мясом домашних животных, считая, что Коджоджаш всегда принесет им добычу. Так их отношение к природе становится потребительским и хищническим, чего простить природа уже не сможет. Серая коза – мать многочисленных козлят. Она позволяет охотиться на них, но только пропитание ради, потребления разумного, а не чрезмерного. Как только человек переходит черту, он непременно ответит. Потому удачливый охотник погибает, почти истребив все ее потомство, но так и не поймав ее. Это эпос, призванный напомнить человеку, что к матери природе необходимо относиться бережно. Итак, уважаемые гости, а какие эпосы читали вы? О чем вы хотели с нами поделиться? Будем рады прочитать ваши ответы в комментариях. Ну и закончить сегодня хотелось бы выражением Фредерика Бекбедера. Книги – это хороший способ поговорить с тем, с кем разговор невозможен. До новых встреч! Всего доброго вам и вашим близким, друзья!